В начале заседания спикер парламента Лаша Ашуба представил нового полномочного представителя главы государства в Народном собрании Дмитрия Шамба. С февраля 2024 года эти обязанности выполнял Батал Айба. Дмитрий Шамба представил законопроект о государственной пошлине, который депутаты приняли в первом чтении. Закон вводит фиксированные ставки государственной пошлины вместо расчета через минимальный размер оплаты труда, который сейчас составляет 60 рублей. Законопроект о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма также принят в первом чтении. Закон регламентирует те операции, в основном это банковские операции или операции с денежными средствами, которые попадают в категорию сомнительных операций, и полномочия кредитных организаций, финансовых организаций по блокированию таких операций, по информированию правоохранительных органов о том, что совершается сомнительная финансовая операция. Также закон содержит нормы о том, что кредитные организации Республики Абхазия должны более тщательно проверять кредитные операции, которые совершаются должностными лицами как Республики Абхазия, так и иностранными государствами. Единогласным решением путем тайного голосования Аляс Трапш был утвержден в должности заместителя генерального прокурора Абхазии. Аляс Трапш с 2013 года работает в органах прокуратуры. Начинал помощником прокурора Гудаутского района с последующим прикомандированием в военную прокуратуру. В 2014 году был назначен старшим следователем Следственного управления Генпрокуратуры. В 2019 прокурором Следственного управления. А с декабря 2019 года занимал пост заместителя прокурора Сухума. Хочу сказать, что я всецело осознаю ту ответственность, которая с этим доверием на меня возлагается, и обещаю своей деятельности оправдать это доверие. Вместе с тем хочу сказать, что те пожелания и рекомендации, которые были озвучены и на комитете, и на сессии парламента, обязательно будут мной учтены при осуществлении моей трудовой деятельности. Депутаты парламента проголосовали в третьем окончательном чтении за внесение изменений в градостроительный и строительный кодексы Абхазии. Нововведение конкретизирует полномочия местных органов госуправления. Теперь эскизные проекты и облик зданий необходимо предварительно согласовывать с местными властями для сохранения архитектурной целостности населенных пунктов и защиты прав граждан. Реализация данного законопроекта носит небольшой сложный характер до появления того самого гигантского большого плана развития всей республики в области строительства, там, территориального зонирования, генерального плана и детальных планов. Объемы данной задачи по утверждению всех представителей власти и госорганов необходимо провести огромную и большую работу. Мы проводили встречу с президентом на уровне президента и обсуждали данную тему, насколько сегодня исполнительная власть готова для подготовки данного документа. Данный документ носит фундаментальный характер, и его горизонт планирования приблизительно около 50 лет. Для подготовки данного документа необходимо достаточно большое время и фундаментальный, основательный подход. Внесены поправки в закон об управлении административно-территориальных единиц Республики Абхазия. Изменения призваны повысить эффективность взаимодействия между органами местного самоуправления и администрациями городов и районов, а также ответственность руководителей структурных подразделений. Дело в том, что в соответствии с законодательством руководители, получается, городских, муниципальных учреждений, ведомств должны назначаться, в принципе, с согласия депутатов городского собрания. Но там в результате пробелов в законодательстве получилась такая ситуация, что иногда это согласие обходилось. В первом чтении принят законопроект о регистрации автотранспорта. Депутат Инар Сацба, представлявший проект, отметил, что он устанавливает правовые основы регистрации автомобилей и исключает регистрацию специальной и военной техники. Закон требует обязательной регистрации авто по месту жительства владельцев или при временном пребывании в Абхазии, а также учете транспортных средств, ввезенных на срок более 90 дней. В процессе регистрации будут участвовать специализированные организации с лицензиями на продажу автомобилей. В данном законопроекте заложены фундаментально значимые определения, понятия, и он также регламентирует все те процессы, которые у нас по большому счету и так проходят. Однако там, в силу отсутствия закона должным образом они не были регламентированы.
Со своей же стороны, уважаемые коллеги, хочу сделать небольшой акцент на статье 8, которая посвящена государственному реестру автотранспортных средств. По сути, это цифровая база данных, которая содержит все необходимые сведения, которые должны быть заполнены при регистрации. Это разного рода актуальная информация, это сведения о владельце, о действующих запретах и ограничениях, которые касаются автотранспортного средства. Парламент утвердил состав комиссии по вопросам гражданства. Принято решение ввести в состав депутатов парламента уполномоченного по правам человека и представителей Абхазского института гуманитарных исследований. Депутат Дмитрий Маршани отметил, что это позволит скоординировать работу должностных лиц, ускорить получение информации, обеспечить объективное рассмотрение заявлений и выработку коллегиальных предложений для главы государства. Также внесены изменения в Гражданский кодекс Абхазии. Законопроект направлен на расширение круга лиц, в отношении которых устанавливаются ограничения в наследственных правоотношениях. О внесении изменений в часть 3 Гражданского кодекса Республики Абхазия, значит, он касается того, что не наследуют ни по закону, ни по завещанию иностранные граждане и лица без гражданства, которые боролись или борются против независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, планировали, подготовили, развязали войну против Республики Абхазия, также принимали участие в вооруженных формированиях, подразделениях военной полиции, правоохранительных органах, иных структурах Госсовета Грузии во время оккупации Республики Абхазия Госсоветом Грузии в период 14 августа 1992 по 30 сентября 1993 или оказывали иное содействие оккупационному режиму Госсовета Грузии, в том числе Автономной Республики Абхазия, ее структурам участвовали в военных, боевых и полицейских действиях против Республики Абхазия. Парламент внес изменения в закон о рекламе. Как пояснил депутат Дмитрий Маршани, необходимость изменений связана с запретом в Абхазии майнинга криптовалют. Новые нормы вводят запрет и ответственность за рекламу оборудования для майнинга, его компонентов, а также услуг по их ремонту и продаже. Поправки дополняют действующий закон, регулирующий производство и размещение рекламы. Депутатами был рассмотрен вопрос о включении встроенного помещения бывшей котельной Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждению условий его приватизации. Он был принят в первом чтении. Кундашова, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.